В селе Жаңыжер Баткенского района ряд фермеров объединились в кооператив и выращивают клубнику на 32 гектарах земли. С апреля они начали экспорт своего урожая. Мы ожидаем хороший урожай, с продажей проблем нет. Уже есть договоренности. Наша основная цель – создать новые рабочие места и сократить миграцию в области. Негизи миграцияны жоготуп, анан шу Баткенде кичине эл журтка кичине жумуш кылсакпы деген максат. Так как в этой части района нередко возникают проблемы с поливной водой, фермеры освоили инновационный метод полива. В частности, они построили небольшое водохранилище и установили систему капельного орошения. Этот метод позволяет экономить воду и повышает урожайность. Неправительственные организации в качестве грантовой помощи построили нам водохранилище объемом 2000 кубов. Это, во-первых, положительно влияет на урожайность. Во-вторых, мы в 5 раз экономим воду. В-третьих, это влияет на качество урожая. Поэтому капельная система идеальное для нас решение. Чтобы хранить созревший урожай, в селе Жаңыжер был построен логистический центр, где можно хранить до 500 тонн ягод. Все собранное на поле фермеры хранят в этом логистическом центре, чтобы затем отправить его на экспорт. Строительство морозильного склада профинансировано международной организацией и местным фондом развития. Мы передали кооперативам в аренду земли фонда, оказываем фермерам помощь через фонд развития. Также обратились в международные организации, которые построили водохранилище и провели электричество. Чтобы хранить урожай, при поддержке фонда развития Баткенского района Айлукмуту и корейской организации Койка был построен логистический центр. 2 года назад в селе Жаңыжер клубникой было занято 10 гектаров земли. В этом году площадь выращивания этой ягоды увеличена в 3 раза. Планируется получить 130 тонн урожая. Цена на килограмм клубники варьируется от 100 до 170 сомов. Она в основном экспортируется в Россию. Халида Чубаева, Улан Макамбаев, Адлу Розалиев, ЛТР, Баткенская область.